Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Василий Павлович Осокин, ветеран Великой Отечественной войны. Он прошел войну от начала до конца. Родился и вырос Василий Павлович в деревне Узян Белорецкого района. В 1936 году семья переехала в город Белорецк. Ему было 14 лет, и он устроился на комбинат местной промышленности учеником жестянщика. В 1941 году Василий Павлович ушел на фронт добровольцем. Служил вначале в парашютно-десантных войсках. Обучение проходило под Москвой. Готовили их серьезно, каждому командовать взводом, ротой, даже батальоном. Я был старшиной, звание старшины у меня, и я был командиром взвода стрелкового. У меня был взвод, и я им командовал. Вот так. И мы вот, кто в парашютном десанте был, они были командирами. Нас учили очень строго. В июле 1942 года на Дону Василий Павлович был ранен. После госпиталя из поправившихся бойцов сформировали полк и отправили в Сталинград. Вся грудь Василия Павловича в орденах и медалях. 2 медали за отвагу он получил в ночные бои. Вот мы Сталинград, там больше ночи воевали. Днем день короткий, что 7 часов ночь или день. Ночь длинной зимой, а утром начинается война. Немцы ночью не воевали, можно сказать. Они в землянках спали. Когда мы заметим, где-то немцы расположились, розетка доложит, вот тут-то. И туда шуганешь наступление ночью. Мы по траншеи прошли, а там их траншея. И вот командир батальона подобрал нас 20 человек из батальона и дал задание, как начинать наступать. И вот один гранату бросил в окоп, и все должны бросить 20. И вот как дали, и они из землянок без штанов бежали, побросали все и бежать. А там их встречают свои немцы. Орден Красной Звезды заработал в Венгрии, рассказывает участник войны. Под Керчметом роту отправили на аэродром. Они перебили охрану, несколько человек захватили в плен, половина немецких летчиков угнали кукурузник и бежали. Оказалось, что полк попал в окружение, и был дан приказ сжечь все самолеты. Оружием поджечь не удалось. На помощь пришли соломенные подушки и матрасы из общежития для летчиков. Все 27 единиц летательной техники горели. Сталинград, Курская дуга, Украина, Румыния, Молдавия, Венгрия, Австрия – все это пункты военного пути Василия Павловича. После войны Василий Павлович прибыл в Белорецк, где ждала его девушка, проводившая его на фронт. Всю жизнь ветеран войны проработал водителем в родном металлургическом комбинате. Женился, вырастил 3 сыновей. У него 3 внука, 2 внучки, правнук и 3 правнучки. Василию Павловичу 97 лет. Но несмотря на свой возраст, ветеран бодр духом, полон оптимизма и сам ухаживает за своей женой. Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.